Президент Фонда защиты национальных ценностей, освобожденный из ливийской тюрьмы осенью 2020 года, Максим Шугали прибыл в Коми. Здесь работает его общественная приемная, куда с различными проблемами обращаются жители Коми. Напомним, на прошедших парламентских выборах в Коми Максим Шугали заочно прошел Госсовет Коми по спискам партии «Родина», но свое место он уступил Елене Ивановой, руководителю регионального ОНФ. Она шла вторым номером по спискам «Родины». О визите российского социолога в Коми Ольга Коняева. «Очистим город от рекламы наркотиков». Акция против пропаганды запрещенного зелья в Сыктывкаре проходит не в первый раз. Волонтеры, вооружившись баллонами с аэрозолью, закрашивают такие надписи. Большинству прохожих они непонятны, но на самом деле это опасная информация. Вдоль улиц не так много, в основном их пишут во дворах, на всяких заброшенных зданиях. Ну да, сегодня будем стараться закрасить как можно больше. В тех районах, в том числе и лесозавод, постараемся затронуть орбиту, центральные районы. В этот раз акцию поддержал российский ученый-исследователь, социолог и политолог Максим Шугали. Вся Россия знает его как ливийского арестанта. Он и его переводчик приехали в Триполи для социологических исследований, но были задержаны. Освобождение из ливийской тюрьмы стало возможным в том числе благодаря жителям Коми, отдавшим за Максима Шугалея голоса на выборах в Госсовет. Мандат стал билетом домой. Впрочем, свое кресло в парламенте Коми Максим Шугалей уступил руководителю регионального ОНФ Елене Ивановой. В республике социолог бывал с проектами и ранее. Теперь он намерен работать на благо региона. Сейчас стал президентом фонда, того фонда, который помог мне вернуться на родину. Очень много обращений граждан, помогаем людям, помогаем нашим соотечественникам, которые находятся за рубежом, которые более-менее в подобной ситуации оказались. Мы ждем жителей Коми, у нас работает приемная, пускай обращаются, если есть какие-то проблемы, будем реагировать. Я, в принципе, каждый месяц почти приезжаю сюда. И по мере сил, по мере возможностей буду помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Вторая встреча в Сыктывкаре с руководителем Федерации автомобильного спорта Коми. Организация работает с 2014-го. 2 года назад получили в пользование заброшенный объект в лесозаводе без электричества и инфраструктуры. Вложили немало средств из внебюджетных источников и собственных сил. Теперь это полноценный стадион технических видов спорта. Здесь уже проводят соревнования по дрифту, несколько этапов ралли-спринта имени Анатолия Серова. Федерация работает по утвержденному плану развития автоспорта в Коми. Следующий этап – настоящие рейтинговые соревнования с гонщиками из других регионов с зачетом результатов для спортивного роста. Дело это не такое простое, как кажется. И для этого у организации уже есть финансовые возможности. Автоспорт, говорят, что это дорого. Это не просто говорят, так оно и есть. Чтобы организовать соревнования на любой площадке, нужно подготовить огромный комплект документов в соответствии со спортивным кодексом Российской автомобильной федерации, где прописано правило организации автоспорта для всех, от организаторов мероприятий до простых участников. То есть у участников должны быть лицензии, медосмотры пройдены соответствующим образом. Организатор должен подготовить паспорт трассы, где учесть не просто порядок движения участников соревнований, но и параметры безопасности для тех же участников, для зрителей. На стадионе проходит корпоративное обучение водителей организации города. Открыты кружки для детей, автодело, квадрошкола, картинг, автомногоборье. Сейчас их посещают больше 20 школьников. Выходные, прокат техники. За счет этой деятельности и содержит объект площадью больше 5 гектаров. Свет, расчистка и зарплата 8 сотрудников – это немалые затраты. В 2019-м у Федерации закончилась аккредитация, продлить которую организация пыталась еще в 2020 году, но было отказано. А сейчас, как выяснилось, на аккредитацию есть и другие претенденты. Есть инициативные люди, да, они классные организаторы, они проводят хорошие соревнования, у них тоже есть идея создать новую федерацию. Но по спортивному кодексу на территории региона может быть только одна зарегистрированная действующая федерация, в том числе прошедшая аккредитацию. И сегодня идет борьба за получение аккредитации Федерации автомобильного вида спорта, только непонятно какой, вновь созданной, либо уже действующей. Пройти с ребятами часть программы подготовки спортсменов, получить сертификат трассы, провести открытые квалифицируемые соревнования, сформировать сборную команду региона и коллегию судей.
Четко построенный план развития автоспорта теперь в подвешенном состоянии, говорит Олег Бекетов. Свои чаяния руководитель действующей Федерации Коми поведал Максиму Шугалею. Социолог намерен выслушать все стороны, дабы разобраться в нюансах дела. Ольга Коняева, Роман Боровиков, телеканал «Юрган».